хочется отметить, что у нас в сравнении с 2014 годом по отправкам пассажиров из наших аэропортов есть прирост. В целом это на 4%. То есть, несмотря вот на кризисные явления, в стране наши люди от этого не перестали летать. А вот по перевозкам пассажиров, вот именно нашими авиакомпаниями, да, есть там падение объемов практически до 30%. Это в основном за счет тех пассажиров, не перевезенных авиакомпанией Якутия в других регионах. А в целом у нас внутри республики есть прирост, вот я уже сказал, 4%. В авиакомпании Якутия там часть уплаты процентов по лизингу будет предусмотрена порядка 800 миллионов рублей. А в остальном по другим авиакомпаниям это вот все больше в этом году на поддержку авиации денег выделяется не будет. Ну там это по поддержкам. А так субсидирование воздушных перевозок мы в 2016 году тоже делаем. Это внутриустные перевозки. Там у нас прирост порядка 50 на 40 миллионов рублей добавление к 2014 году будет. И по межвузным направлениям это у нас аналог федерального 1095, когда мы субсидируем пассажиров до 23 лет и после 55, да, вот, с 1 апреля по 31 октября, и по ним идет прирост, так, в прошлом году 98, в этом году 111 миллионов будет. Так что работаем. Какие задачи предстоят воздушным транспортом, это вот то, что вот скаканул, начиная с середины 2014 года, вот этот доллар, да, вот, дошел практически до 80, это, конечно, бьет прежде всего у нас по авиакомпании Якутия, у которого лизинговые платежи в основном идут в долларах, есть в этом проблемы. Сейчас вот январь-февраль это у нас у авиаторов традиционно это мертвые месяцы. Надо вот эти месяцы надо как-то пережить, да, чтобы вот в летние перевозки, массовые перевозки пассажиров войти уже как бы с хорошим заработком.